13 июня колонна МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния направилась в Луганскую Народную Республику. В состав делегации вошли 15 спасателей, которые добровольно вызвались помочь донбасским коллегам. В течение 2 недель велись аварийно-спасательные работы на объектах, поврежденных в результате обстрелов. Наши спасатели работали в городах Стаханов и Рубежное, в поселке Красный Луч. Наша поездка в Луганскую Народную Республику была воспринята и оценено очень высоко и Российской Федерации, в первую очередь Луганской Народной Республики. Поездка была очень непростой. Там, где мы проводили определенную работу, там было небезопасно, потому что велись обстрелы. Но при всем этом ребята делали все возможное. Я очень благодарен коллегам своим за определенную работу. И я думаю, в дальнейшем мы продолжаем сотрудничество и с Луганской Народной Республикой, и с Донецкой Народной Республикой. Будем смотреть по обстановке и в дальнейшем тоже будем выполнять такие же миссии, будем помогать. Если раньше МЧС Абхазии занималась доставкой гуманитарных грузов, на этот раз спасатели были задействованы и в разминировании территории. На объекты выезжали ежедневно с медицинской группой. Работы проводили совместно с луганскими саперами. Минных полей очень много. Вот едешь вдоль дороги, слева, справа, загорожено, знаки стоят, что заминировано. На минные поля, вот прям именно где минные поля, мы не выходили, мы занимались сбором вот этих боеприпасов, там, где может быть сельское хозяйство, там должны чем-то заниматься. То есть склады заброшенные, сгоревшие здания, там обгорелые снаряды, да, боеприпасы, которые более представляют опасность, потому что неизвестно, что там с ними уже произошло после пожаров, после разрывов. Собирали, на полигон вывозили, и их специалист утилизировал. В команде абхазских спасателей были медики, которые помогали луганским и донецким специалистам в проведении сложнейших операций. Практически сутками оперировали. И выходили из госпиталя, там при госпитале прямо жили и оказывали ту посильную помощь, которую мы должны. Минно-взрывные травмы вообще они отличаются от всех остальных травм. Это обширные, рваные, раздавленные, разможженные раны. Поэтому их характер и операций, они все были тяжелые, раненые, вплоть до ампутации конечностей. И с министром здравоохранения была встреча и с замом, и с главным врачом, и с главными специалистами. Они очень тепло восприняли наш приезд. Помимо вклада, который наши спасатели внесли в ликвидацию последствий военных действий, они оказали жителям ЛНР и гуманитарную помощь. Основную часть груза составили продукты питания – тушенка, крупы, подсолнечное масло и питьевая вода. Я не могу не сказать и не подчеркнуть отношение жителей Абхазии к тому, что происходит в Луганске. Настолько это было воспринято болезненно, настолько они откликнулись. Все это вот благодаря местным жителям, даже наши соотечественники, которые находятся в Москве, они присылали деньги, чтобы вот закупить необходимую эту продукцию, которую надо везти на помощь на Донбасс. Гуманитарную помощь доставили и абхазским добровольцам, защищающим Донбасс. В нынешнем году это уже 3-й гуманитарный конвой из Абхазии. С начала специальной военной операции на Украине наша республика оказывает жителям Донбасса посильную помощь. Эсма Голанзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.